Добрый вечер, это Якутия день за днем. Рассказываем о главных событиях Большой Республики и за ее пределами. Я Александр Лысак. Смотрите сегодня. Пограничный конфликт превратился в международный скандал. Украинские военные корабли без предупреждения вошли в территориальные воды России. К чему приведет эта ситуация и кому она может быть выгодна? Музыка под запретом в Якутске. После давления общественности и функционеров отменили концерт хип-хоп-исполнителя LJ. После его песен возникает желание пить, курить и заниматься азартными играми. Нельзя ограничивать право выбора, которое провозглашено Конституцией нашей Российской Федерации. Аэропорт Якутии ждет масштабная реконструкция. Регион получит 37 миллиардов рублей на ремонт и строительство воздушных гаваней. В списке и международный терминал аэропорта Якутска. Есть даже такое определение: мы сегодня не обслуживаем, а мучаем пассажиров. Масс-рестлинг в массы. Гости чемпионата мира по перетягиванию палки уверены, якутский вид спорта станет олимпийским. Как готовились иностранные атлеты к международному старту. Все проходит в очень хорошей дружеской атмосфере, и мне это очень нравится. Зима началась с Якутии. Наступила кульминация туристического фестиваля. Зажглась главная новогодняя елка. До этого гости попробовали национальную кухню, увидели ледовые скульптуры и посмотрели на уникальные шубы. Главный конфликт недели, который разросся до международных масштабов. 25 ноября ФСБ России сообщила о появлении 3 украинских военных кораблей в российских водах. В 7 часов утра по московскому времени суда незаконно вошли в территориальные воды России и начали двигаться в сторону Керченского пролива. В ведомстве отметили, что заявок на проход судов в проливе от Украины не поступало. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей, сообщило пограничное управление ФСБ по Крыму. Украина, в свою очередь, обвинила Россию в откровенно агрессивных действиях. По сообщению ВМС Украины, в российские воды зашли артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны-Капу», которые двигались из Одессы в Мариуполь. Украинская сторона утверждает, что ночью 25 ноября Россию предупредили о переходе судов, но ответа не последовало. Когда же катера и буксир вошли в российские воды, пограничное судно пошло на таран. Назад! Даю назад! На борту! 8:21! На борту! Россия задержала 3 украинских корабля. Страны обвинили друг друга в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. Документ устанавливает суверенитет государств над полосой в 12 морских миль от береговой линии, пишет The Insider. Сразу после конфликта украинский президент Петр Порошенко предложил ввести в стране военное положение на 60 дней. Верховная Рада согласилась, не без скандала, конечно же. Итог: военное положение вводится на 30 дней. Оно будет действовать в регионах, граничащих с Россией, в 10 областях. Какие полномочия получают украинские власти в таком случае? Конфисковывать имущество в пользу государства, ограничивать свободу передвижения, проверять документы, досматривать вещи и машины без специальных оснований и разрешений, высылать граждан стран, угрожающих безопасности Украины. И это лишь малая часть. Среди противников военного положения оказался известный украинский журналист Дмитрий Гордон. Мы что, воевать собираемся? А если не собираемся, зачем тогда военное положение? Неужели тех мероприятий, которые проводятся сегодня в рамках вооруженного конфликта, неужели их мало? Неужели что-то еще нужно? Я предвижу, какие жуткие последствия наступят для экономики прежде всего. Какой нормальный инвестор решится вкладывать деньги в страну, в которой военное положение введено? Я уже не говорю о том, как отсюда люди побегут. Они и так уезжают тысячами, десятками тысяч, миллионами. А что, вы думаете, сейчас нормальные люди, которые могут что-то делать руками или думать головой, не плюнут на нашу страну и не уедут, понимая, что это вообще невозможно, уже черти что творится? Президент России предложил свою версию произошедшего. По словам Владимира Путина, это провокация, безусловно, которая организована действующей властью в
в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года. Небольшой инцидент в Черном море и ввели военное положение. Это делается в преддверии президентских выборов. Абсолютно очевидный факт, считает Путин. Но пока дело в области ВТС по поставкам С-400. Ну, в принципе, насколько я понимаю, нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции. Но это же такой пограничный инцидент. А что было в 2014 году, когда Крым решил присоединиться к России? Это же совсем другая история, масштабная. Или тяжелые события гражданской войны на Украине, на Юго-Востоке, в Донбассе, в Луганской области, с применением со стороны правительственных войск танков, тяжелой артиллерии, даже авиации. Война, по сути. И никакого военного положения не вводилось. Теперь по поводу самого этого инцидента, или точнее провокации. В сентябре этого года примерно такой же ордер, такой же караван военных кораблей Украины прошел по Керченскому заливу, под Керченским мостом в Азовское море. Они полностью исполнили договоренности и требования. Сообщили о том, в каком составе идут, кто идет, куда идет. Мы им предоставили лоцмана и спокойно провели их в пункт назначения в Азовском море. А возможно ли, что это действительно провокация в преддверии выборов президента Украины? Возможно. Введенное военное положение позволяет отменять выборы президента, парламента и местного самоуправления. По данным различных опросов и исследований, Петр Порошенко не сможет победить на выборах 31 марта 2019 года. Ни в первом, ни во втором турах. Он безнадежно отстал от бывшего премьера, ныне оппозиционного депутата Юлии Тимошенко. И хоть Верховная Рада приняла документ, гарантирующий, что выборы президента не будут перенесены и состоятся в марте, ничто не мешает продлить военное положение в любой момент. Украинские политики считают, что Порошенко хочет перенести выборы на следующую осень, когда ослабнет эффект от недавнего повышения тарифов ЖКХ. Евросоюз и США начали реагировать практически мгновенно. Например, Дональд Трамп решил отменить запланированную встречу с Владимиром Путиным. Переговоры должны были состояться в Аргентине на полях саммита Большой Двадцатки. Причиной президент США назвал нежелание России вернуть Украине корабли и отпустить моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. Однако Трамп подчеркнул, что готов провести встречу с Путиным в будущем, после того, как ситуация разрешится. Из-за того, что Россия защищала морские границы, Евросоюз уже обсуждает новый пакет санкций. Высока вероятность, что и США последуют этому примеру. Напоминает историю с российскими спортсменами, которые допинг не принимали, но их все равно отстраняли. Потом, правда, российские атлеты доказывали свою невиновность в суде. Интересно, что часто закон оказывается на нашей стороне. Только по словам спортивного юриста Сергея Алексеева, спортивные федерации предпочитают не идти до победного. Очень жаль, что в отношении России последние годы правила создаются во время игры и только применительно к России. Поэтому много нарушений. Идет информационная гибридная война против России в сфере спорта. Поэтому нужно активизировать позицию, более сделать ее наступательной. Каким образом должна выстраиваться вот эта борьба в рамках международного спортивного права? Существует несколько юрисдикционных инстанций, это в частности Международный спортивно-арбитражный суд в Лозанне, который рассматривает эти споры, но зачастую, поскольку этот суд все-таки создан самим МОК, и когда речь идет о процессах против МОК, то часто суд он находится под козырьком и выносится решение в пользу, тенденциозно в пользу МОК. Поэтому здесь должны работать вышестоящие структуры. Это и Европейский суд по правам человека, это и ЮНЕСКО, это Международная организация труда ОБСЕ, то есть чтобы и ВАДА, которая принимает зачастую произвольные, карательные и необоснованные решения против российских спортсменов. И Международный олимпийский комитет. Мы знаем, что сейчас паралимпийцы до сих пор дисквалифицированы российские. Легкая атлетика сейчас не может под государственным флагом выступать на соревнованиях, вопреки международным конвенциям. Поэтому нужно усиливать роль международных организаций правительственных в регулировании и контроле за соблюдением прав спортсменов в мировом спорте.
вы как раз затронули тему федерации. А какие проблемы сегодня испытывают спортивные федерации России? Какие вопросы требуют совершенствования? Вот функция любой федерации спортивной – это охранять прежде всего права спортсменов, потому что главный субъект – это не Олимпийский комитет, это не государство, это отдельный каждый спортсмен-олимпиец прежде всего. И его право на участие в Олимпийских играх, право быть защищенным от дискриминации, что делают в отношении наших спортсменов, от вмешательства политики, от имущественных нарушений, моральных нарушений, то есть вот деловая репутация, невиновные спортсмены. Поэтому основная функция федерации – это защищать права спортсменов, когда они попадают в беду, они отворачиваются от них, а иногда и подставлять. Вы ранее говорили о том, что есть вышестоящие органы над спортивным арбитражным судом в Лозанне, тот же Европейский суд по правам человека, но практика показывает, что Европейский суд может годами рассматривать различные дела, а мы, насколько знаем, век спортсмена он достаточно короткий. Что все-таки делать? Не терять же время, бегая по судам, по заседаниям? Дело в том, что лучшие процессы это до суда не доводить. Если функционер увидит активную наступательную позицию со стороны российских спортивных властей, российских спортивных юристов, потому что в большей части вот этих процессов закон на нашей стороне, тогда просто будут нас уважать, будут с нами здороваться. Но у нас же как происходит? Политика ослика и морковки. То есть вот Международная федерация легкой атлетики нас, так сказать, кормит обещаниями, что вот вы все выполните, и мы вас вернем, значит, в легкую атлетику. Мы все это делаем, этой морковкой нас манят, но укусить-то ее не дают, выдвигают новые требования. Это как в животном мире. Если жертва не сопротивляется, то ее начинают добивать. Сейчас короткая реклама, через 2 минуты мы вернемся, и вот о чем расскажем далее. Музыка под запретом. В Якутске после давления общественности и функционеров отменили концерт хип-хоп исполнителя LJ. После его песен возникает желание пить, курить, заниматься азартными играми и смотреть в черный экран. Аэропорт Якутии ждет масштабной реконструкции. Регион получит 37 миллиардов рублей на ремонт и строительство воздушных гаваней. В списке и международный терминал аэропорта Якутска. В Якутии наступила кульминация туристического фестиваля, зажглась главная новогодняя елка. До этого гости попробовали национальную кухню, увидели ледовые скульптуры и посмотрели на уникальные шубы. Это Якутия день за днем, говорим о главном. 28 ноября в Якутске должен был состояться концерт популярного у молодежи хип-хоп исполнителя Алексея Узенюка, более известного под псевдонимом LJ. Это новость, которая вообще не должна была оказаться в нашем выпуске. Рассказываем, потому что выступление отменили. Не потому что билеты не смогли продать. 1500 человек хотели побывать на концерте. Общественность возмутилась. Песни, оказывается, неправильные, пошлые и отравляющие мозг молодому поколению. Цитата: «Репертуар исполнителя может вызвать у детей, в частности, желание употребить наркотические средства, табак, алкоголь и принять участие в азартных играх». Началась письменная атака в различные инстанции и гневные комментарии в соцсетях. Часть интернет-пользователей выступала резко против концерта. Таких людей не надо пускать на сцену. Пусть идут со своим талантом в Европу к немцам. А наших россиян нечего портить. У нас своя жизнь, культура, у них своя. Его образ мне лично не нравится. Многие не понимают, что такие певцы сеют порок и разврат. Давление усиливалось ближе к дате концерта. В соцсетях появилось даже письмо мамы Ольги. Женщина пишет, что дочка под влиянием песен LJ начала принимать наркотики, а затем умерла. Мама мечтает взять охотничье ружье мужа и выстрелить в артиста. Настоящая драма. Вот только мамой Ольги оказался новосибирский писатель Александр Бессонов. Он, кстати, еще написал, что данный текст – это художественный вымысел. Но в итоге выступление LJ в Якутске отменили. Организаторы написали, что артисту приходили угрозы расправой. Человека, который занимается творчеством и является самым прослушиваемым исполнителем в России, призывали избить и убить в Якутске.
Мы могли бы идти до конца и провести концерт, но мы переживаем за провокации, за неконтролируемую толпу и за угрозы нападения во время концерта и после. Мы отменяем концерт, пусть это будет уроком для города. Нам жаль, что Якутск не увидит это шоу. Жаль, что тысячи фанатов LG, такие же жители Якутска, как и те, кто был против концерта, не увидят его. Интересная подробность. Якутия не первый регион, где отменяют выступления известных артистов. Скажу больше, волна отмен концертов прокатилась по всей стране. Высока вероятность, что список будет пополняться новыми городами. Мы берем данные лишь с октября этого года. Именно тогда и начали повсеместно отменять концерты. 26 октября прокуратура Тольятти рекомендовала местному клубу не предоставлять площадку рэперу Хаски. Выступление не состоялось. Последний концерт, который на данный момент отменили, был у группы Ice Peak. Дата 27 ноября, место Новосибирск. Всего за один месяц по стране отменили 12 концертов. География обширная, от Нижнего Новгорода до Якутска. Антирекорд у 25-летнего Дмитрия Кузнецова, более известного как рэпер Хаски. У него отменили 4 концерта: Тольятти, Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону. При этом после запрета на выступление в Краснодаре Хаски решил исполнить свои композиции на улице. После этого Кузнецова арестовали на 12 суток, но через 4 дня отпустили на свободу. Моя родина, моя любовь, вид из окна, монокартон, платье серым в окна. Моя родина, моя любовь в каждом окне, солдаты трущоб улыбается мне. В списке молодежная группа Ice Peak. В 3 городах – в Воронеже, Новосибирске и Перми – им не дали провести концерты. Где-то вмешивались чиновники, а в некоторых случаях силовики и сотрудники МЧС. Причин, чем не угодили песни, нигде не называли. Не повезло еще одной группе «Френдзона». Выступления отменили в 3 городах – Кемерове, Красноярске и Вологде. По некоторым данным, клубы отменили выступления из-за угроз и жалоб. Одну из них, кстати, написала уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова. Из-за этой бумаги концерт так и не состоялся. Представители группы пытались выяснить причины, но Смирнова решила отмолчаться. Бойчик, бойчик, ты чего такой скромный? Бойчик, бойчик, поцелуй меня в щеку. И один концерт отменили в Якутске. Как уже было сказано, в черном списке оказался хип-хоп-исполнитель LG. Возникает лишь один вопрос. Что происходит? Неужели Россию накрывает волна мракобесия? Многие сравнивают нынешнюю ситуацию с далекими 80-ми временами подпольных рок-концертов. Тогда в Москве не могла выступать группа «Браво». Напомните, как сейчас относятся к Жанне Агузаровой? В Ленинграде под запретом была группа «Аквариум». Борис Гребенщиков, кстати, недавно отпраздновал 65-летие. Его поздравили Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Подпольно выступало кино Виктора Цоя. Группа «Крови» и «Звезда по имени Солнце» до сих пор звучат из каждого утюга. И сегодня в оголтелой борьбе за нравственность мы часто не замечаем, как падаем на глубокое дно. Нужно воспитывать детей, а не запрещать выступления популярных артистов. Не отрицаю, у некоторых кумиров молодежи репертуар спорный. Если ваш ребенок начинает использовать, по вашему мнению, композиции таких авторов, как инструкцию к применению, то возникает вопрос: а вы учили ребенка тому, что такое хорошо и что такое плохо? Или упустили этот момент? Вспоминается давняя история. Однажды критики известных «Симпсонов» начали возмущаться. Что это за персонаж Барт Симпсон? Какой пример он подает нашим детям? На что создатель мультсериала Мэтт Гроунинг ответил: если вы не хотите, чтобы ваши дети были похожи на Барта Симпсона, не будьте такими родителями, как Гомер Симпсон. В истории с отменой концертов удивляет и активность некоторых функционеров. Если вы предоставили площадку конкретному артисту, чей репертуар вызывает вопросы, то почему тянете до последнего? Можно ведь сразу отказать в предоставлении сцены, и тогда к вам не будет дополнительных вопросов. На фоне всей этой истерики удивительно взвешенная позиция прозвучала от Министерства культуры России. Цитата: «Запрет – это не метод. Это не метод в современном обществе распространения культуры. Рэп-музыка – это значительная часть субкультуры, а субкультура – это тоже часть нашей
общей культуры, в которой есть разные составляющие. В ведомстве призвали исполнителей соблюдать закон и не увлекаться нецензурной лексикой на концертах. Надо более вдумчиво подходить к текстам. Похожего мнения придерживаются и в Минкультуры Якутии. Мы не имеем сегодня цензурной какой-то деятельности для того, чтобы оценить, имеет ли это художественную ценность или как бы скажем, какие-то вещи, которые прогрессируют в обществе и прочие вещи. Сегодня каждый имеет право выбора. Нельзя как бы ограничивать право выбора, которое провозглашено Конституцией нашей Российской Федерации. Ну и как работники культуры в целом, и как человек в целом говорю о том, что запретами мы не добьемся победы. Но в целом мы должны воспитывать общество таким ракурсом, в том, чтобы и зрителей-то на такие концерты, если мы считаем, что они недостойны, должно быть меньше. Это же коммерческий концерт, и совершенно как бы тема такая коммерциализация. Мы бы хорошо бы хотели, чтобы и в наши учреждения, наши театры, да, наши концерты, чтобы тоже оценивалось таким уровнем востребованность. Ну, сегодня конфликта нету, но в целом как осадок остался же, правильно? Остался. Да. Правильно ли поступили или неправильно поступили? Ну, вот вопрос, я думаю, что он так и обсуждаться должно быть. Мы должны путем как бы понимания, обсуждения, для этого же есть у нас как бы общественное мнение. Среди рьяных противников молодежных артистов был замечен и одиозный депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Он даже просил МВД проверить деятельность ЛДЖ. Эх, не там вы ищете, Виталий Валентинович. Присмотрелись бы лучше к коллегам. Например, депутат Виталий Резник предложил выдавать охотничьи лицензии на убийство животных, которые занесены в Красную книгу. Получатели эксклюзивных лицензий, в свою очередь, должны будут вкладывать деньги, не поверите, в сохранение редких видов. Анастасия Кобызева разбиралась, мягко говоря, в странной инициативе. Отстреливать краснокнижных животных, чтобы спасти их. С таким предложением выступил не кто-нибудь, а депутат Государственной Думы Владислав Резник. Только вот спасать после таких инициатив, скорее всего, будет некого. В специальную программу Резника попали 4 вида краснокнижных животных. Алтайский горный баран. По последним научным данным, в мире их осталось не более 4000. Якутский подвид снежного барана в 2014 году Государственной службой учета охотничьих ресурсов поголовье оценивалось в 74 тысячи. Амурский горал, их точное количество неизвестно. В настоящее время на Дальнем Востоке насчитывается не более 600-700 особей. Путаранский снежный баран, их численность ориентировочно составляет 1500 особей. Не начать убивать редкие виды, а изучить, возможно это или нет, уточняет сам Резник. Позже выяснилась интересная подробность. Народный избранник состоит в президиуме клуба горных охотников. В Минприроды России сообщили, что обсудят этот вопрос. Там считают, что трофейную охоту можно разрешить только на виды, численность которых восстановлена и стабильна. Предложение любителя трофейной охоты нашло жаркий отклик у противников. Например, резко отреагировал коллега Владислава Резника по фракции Андрей Турчак. Предложение убивать, чтобы профинансировать спасение животных – это какая-то дичь. Если у общества охотников есть желание помогать защищать животных из Красной книги, то это не дает им права лоббировать легализацию убийств. Я убежден, что Министерство природных ресурсов и экологии и лично глава ведомства Дмитрий Кобылкин не допустит реализации такой инициативы. Не поддерживают скандальную инициативу и в Якутии. Трофейная охота на краснокнижные виды животных однозначно не будет поддержана природоохранными органами и общественностью республики. Я считаю, что такой подход неправильный, так как уменьшение поголовья за счет охоты и якобы финансирования не сможет компенсировать потери. Аппетиты членов клуба горных охотников растут с каждым годом. В 2016 году они попросили у вице-премьера Александра Хлопонина предоставить 5 разрешений на отстрел путаранского снежного барана. Охотники обещали выплатить 15 миллионов рублей на спасение редкого вида. Хлопонин согласовал выдачу документов, однако Росприроднадзор заблокировал решение. Есть в России и сторонники легализации трофейной охоты на краснокнижных животных. Они ссылаются на международный опыт. Почти везде, где разведение редких животных для охоты стало прибыльным бизнесом, их популяция растет.
Какой вердикт вынесут по одной из самых спорных инициатив, рожденных в Госдуме, пока непонятно. Но кажется, что Россия пока к этому не готова. В марте Министерство юстиции страны предложило ужесточить наказание за незаконную добычу краснокнижных животных. К примеру, за выстрел в тигра или белого медведя можно будет отправиться за решетку на 7 лет. По планам ведомства проект начнет действовать с января 2019 года. Анастасия Кобызева, Якутия. День за днем. Сейчас короткая реклама. Вот о чем расскажем ровно через 2 минуты. Аэропорт Якутии ждет масштабная реконструкция. Регион получит 37 миллиардов рублей на ремонт и строительство воздушных гаваней. В списке и международный терминал аэропорта Якутска. Масс-рестлинг в массы. Гости чемпионата мира по перетягиванию палки уверены, якутский вид спорта станет олимпийским. Как готовились иностранные атлеты к международному старту. Зима началась с Якутии. Наступила кульминация туристического фестиваля. Зажглась главная новогодняя елка. До этого гости попробовали национальную кухню, увидели ледовые скульптуры и посмотрели на эксклюзивные шубы. В эфире «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. На Дальнем Востоке необходимо развивать авиационное сообщение. Огромные расстояния и низкая плотность населения определяют авиацию в качестве ключевого вида транспорта, а для отдаленных территорий – безальтернативного. Из 109 населенных пунктов дальневосточных регионов, включенных в перечень отдаленных, только в 17 осуществляются полеты, подчеркивают в Минвостокразвития России. До 2024 года Росавиация планирует реконструировать 66 аэропортов на сумму 166 миллиардов рублей. 38 – это аэропорты Дальнего Востока, 15 – воздушные гавани Якутии. Юрий Осипов в деталях о модернизации аэропортов самого крупного региона России. В международном терминале аэропорта Якутска тишина, пассажиров нет. Здание работает лишь на 10% от реальных возможностей. Решение – масштабная реконструкция. Сегодня аэропорт Якутск несет достаточно серьезные убытки в части обслуживания, потому что пассажиропоток очень низкий. Есть даже такое определение: мы сегодня не обслуживаем, а мучаем пассажиров. 150 рейсов в год. Столько сегодня принимает международный терминал аэропорта Якутска. Пассажиропоток 30 тысяч человек. Как вы видите, сегодня и дополнительных таких услуг мы не можем предложить в этом порту. Будет полностью пересмотрен поток обработки и обслуживания пассажиров. Это будет и электронное визовое оформление, электронная, регистрация. Реконструкции подвергнется все: технологические подходы, планировка, ограждающие конструкции и инженерное обеспечение. Здание международного комплекса реконструируют полностью. Изменения коснутся не только инфраструктуры старого терминала, но и его внешнего облика. Теперь оно будет соответствовать новому зданию аэропорта и национальному колориту Якутии. На изменения потребуется 1,5 миллиарда рублей. Уже разрабатывается инвестиционный проект. Готовится и техническое задание. Срок реализации 5 лет. Аэропорт Якутска – это лишь верхушка айсберга. В Росавиации сообщают, готова документация на реконструкцию еще 15 аэропортов Якутии. В списке воздушная гавань Нерингри. Чульман устарел во всех смыслах. Беспрерывно работает 32 года. В здании, которое изначально задумывалось как грузовой терминал. С разработкой проекта помогли промышленники. Угольная компания «Колмар» выделила 25 миллионов рублей. Надо и наших сотрудников возить, и наших детей сотрудников. Поэтому мы взяли на себя эти работы. И вот в итоге сегодня проект на руках у аэропортов Севера. И надеюсь, что они оперативно построят нам аэропорт. Контракт на проектирование объекта подписан. Цена 84 миллиона рублей. Сметная стоимость всех работ 7 миллиардов 300 миллионов рублей. Построят не только новый аэровокзал. Расходный склад ГСМ новый, аварийная станция спасателей, ограждение летного поля. Это реконструкция полностью аэродромных покрытий. Это полоса. Я надеюсь, что 4 года достаточный срок для реализации этого проекта. Реконструируют систему электроснабжения, светосигнальное оборудование, ограждение и 12 километров патрульной дороги. Строить аэропорт в Нерингри начнут в 2019 году. Первый год, 2019 год, полеты без ограничений.
Второй год возможно ограничение по 1 классу. Третий год просматриваются полеты 3-4 класса. 1 класс – это Боинги, возможно, будет полеты, но с ограничением. Новый аэропорт появится и в Мирном. Оценку делали в прошлом году. На сегодняшний день проектные работы подходят к завершению. В декабре месяце мы планируем передать проект уже на экспертизу в главгосэкспертизу. Аэропортовый комплекс будет расположен северо-восточнее действующего аэропорта. На строительство собираются потратить 20 миллиардов рублей. Завершить объект собираются в 2022 году. Зона выхода на посадку, она тоже будет расширена. Она будет рассчитана на 150 пассажиров в час, а также здание аэровокзала будет оборудовано 2 телетрапами. Реконструкция аэропортов – один из главных пунктов указа о социально-экономическом развитии Якутии на ближайшие 6 лет. В республике самая обширная аэропортовая сеть в стране – 32 воздушных гавани. Финансирование реконструкции 15 из них обойдется в 37,5 миллиардов рублей. В правительстве Якутии подчеркивают, ремонт и строительство аэропортов Якутии – одна из основных задач для повышения транспортной доступности для населения. Юрий Осипов, Марферина Алексеева, Александра Цыбикова, Владимир Павлов, Илья Сыромятников, Вадим Ларионов, Аял Амосов. Якутия. День за днем. В Якутии могут создать Всемирный центр мамонта и Международный центр климатических испытаний. Об этом говорили глава Якутии Айсен Николаев и министр высшего образования и науки России Михаил Котюков. Затронули вопросы по созданию и строительству современной образовательной инфраструктуры для учреждений высшего, школьного и дошкольного образования. Подчеркну, чтобы завтра Якутия могла рвануть во всех областях, нужно уже сегодня уделить внимание подрастающему поколению, в особенности школьникам. На днях глава республики подписал указ о стратегических направлениях развития образования. Сарглан Захарова досконально изучила документ и спросила у учителей, а что они о нем думают. У документа 3 цели. Попасть в топ-15 регионов России лидеров в образовании, создать систему подготовки талантливых детей, воспитать гармонично развитую социально ответственную личность. Всего указ состоит из 7 пунктов: приоритеты, практические задачи и рекомендации. Перейдем к содержанию. Сразу несколько пунктов посвящены образованию талантливых детей. Сегодня система по их поиску и развитию проходит на базе Малой академии наук. Ее охват 5000 детей. В 2024 году в республике в этом направлении будут работать сразу 4 организации: Малая академия, учебно-лабораторный корпус, Центр отдыха и оздоровления детей, Международная арктическая школа. В общей сложности они охватят 10 тысяч одаренных детей. К слову, об арктической школе ее планируют открыть уже в конце следующего года. Она будет функционировать на базе Соснового Бора. Вот это все в комплексе должно дать нам такой вот хороший охват и развитие детей по всем направлениям. И по интеллектуальному направлению, по творческому, и по физкультурно-спортивному. И вот такой охват 10 тысяч мы постараемся обеспечить. Да. На особом месте цифровизация образования. Высокоскоростной интернет появится во всех школах. Рекламе в документе прописан вплоть до скорости. В городских образовательных организациях до 100, в поселках до 50 мегабит в секунду. Это позволит сделать образование доступнее для всех категорий граждан, в том числе и для детей на домашнем обучении. Указ станет локомотивом развития системы образования, считают сами представители сферы. С каждым годом детей на домашнем обучении становится больше, говорит заместитель директора школы номер 31 Якутска Игорь Сергиенко. Учителя выезжают к ним в свободное от основных уроков время. При этом не все дети живут в районе школы. К некоторым приходится ездить и в отдаленные уголки столицы. Если мы все больше перейдем на дистанционную форму обучения, конечно, гибкость появится в системе образования намного лучше. То есть это будет и для ребенка, и для учителя. В принципе, в любое удобное время они смогут работать. В принципе, с любого места они смогут работать. Школа несколько лет назад получила современное оборудование для дистанционной работы. Однако пока получается им покрыть только 25% всего учебного времени. Скорость интернета в учреждении всего 20 мегабит в секунду. А днем из-за нагрузки сети еще ниже. Указ станет локомотивом развития системы образования, считают представители сферы. Огромная роль отведена в системе профессионального образования и подготовки.
Наиболее важны для нашей системы такие направления, как соответствие международным стандартам, комплексная программа профессиональной ориентации, направленная на повышение мотивации детей к выбору наиболее перспективных и востребованных профессий. Во главе угла сами педагоги. До 2021 года в республике заработают центры непрерывного повышения квалификации, также аккредитации педработников и руководителей. Особенность указа в его комплексности. Затронуты все аспекты – строительство, инфраструктура, новые технологии, методика преподавания. За 6 лет сфера не преобразится, а полностью изменится. Сарглана Захарова, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. К другим темам. Не просто пообедать, а дать возможность пообщаться. В Санкт-Петербурге открылось необычное кафе, там бесплатно кормят пожилых людей. В день туда приходит 250 человек. Владельцы открыли кафе, чтобы отдать дань уважения и поблагодарить старшее поколение. Айсена Бурнашова пообщалась с посетителями. В этом кафе шумно и многолюдно, даже несмотря на будний день. Среди посетителей исключительно бабушки и дедушки. С 12 до 4 часов дня им предоставляют обеды совершенно бесплатно. В обед входят хлебные изделия, салат, первое, второе и напиток. Сегодня курица, говядина, так чередуется. Супы у нас тоже разные, там солянка, гороховый, борщ, рассольник. Стараемся делать много, вкусно, чтобы бабушки были довольны, сыты. В день это кафе посещают около 250 бабушек и дедушек. Пожилые люди, которым уже давно за 60, обсуждают за столом последние новости и делятся историями из своей жизни. Павел Родионович меня звать, мне 91 год. О! Здесь царит особенная и теплая атмосфера, а обычный прием пищи может обернуться стихотворением Сергея Есенина. Со снопом волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда. Но так было не всегда, уверяют владельцы кафе. Супружеская пара, бизнесмены Евгений Гершевич и Александра Синяк, признаются, что идея создать такое доброе место пришла к ним не случайно. Ровно год назад они трудились в собственном баре. Тогда к ним зашел пожилой мужчина и все изменил. Пришел дедушка пообедать. Он долго листал меню, выбрал, естественно, самый бюджетный – это бизнес-ланч. Муж мне позвонил, говорит: Саша, я не хочу брать с него денег. Говорит: чтобы вдруг его не обидеть, скажем, что у нас всем пенсионерам, ветеранам, блокадникам обеды бесплатно. С того дня к ним на обед регулярно стали приходить пожилые люди. Посетителей становилось все больше, а мест категорически не хватало. Тогда бизнесмены решили, что наступило время для расширения. И всего за 50 дней с помощью команды таких же добрых людей кафе было готово принимать гостей. В нем был только туалет посередине, никакого ремонта, потолок, вообще ничего не было. Помочь развитию кафе решили сотни людей. Уже открыты счета, созданы переводы поддержки. В проект охотно идут и волонтеры. Среди них оказываются даже иностранцы. Главное условие – действующая санитарная книжка. Вместе с нами дарят нашим бабушкам обеды. Спасибо вам огромное. Я тоже, спасибо вам. Организаторы проекта уверяют, бесплатные обеды для пожилых людей – это не пиар-ход. Добродомик уже давно стал частью их жизни. Мы ушли от бизнеса. Весь вечерние выручки, которые идут, они давно уже идут полностью на обеды. То есть мы живем этим проектом. Ну а пока доброе заведение готовится к предстоящему Новому году и строит большие планы на будущее. У Добродомика маленькая и неприметная вывеска, но это как раз тот случай, когда за кафе говорят добрые дела, а не реклама. Впереди у заведения открытие в каждом районе Петербурга, а потом и в каждом регионе России. Не исключено, что Добродомик появится и в Якутии. Организаторы проекта только за. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Санкт-Петербург. Сейчас короткая реклама. Вот о чем расскажем ровно через 2 минуты. Масс-рестлинг в массы. Гости чемпионата мира по перетягиванию палки уверены, якутский вид спорта станет олимпийским. Как готовились иностранные атлеты к международному старту. Зима началась в Якутии. Наступила кульминация туристического фестиваля. Зажглась главная новогодняя елка. До этого гости попробовали национальную кухню, увидели ледовые скульптуры и посмотрели на эксклюзивные шубы. Вы смотрите «Якутия. День за днем», рассказываем о главном. 10 лет минимум и 18 максимум.
Столько может понадобиться якутскому масс-рестлингу, чтобы попасть в программу летних Олимпийских игр. В этом уверены эксперты и гости прошедшего в Якутске чемпионата мира. Итоги турнира уже давно подведены, Россия пока вне конкуренции. Мы хотим рассказать о гостях, иностранных участниках. Именно они несут знамя масс-рестлинга по зарубежным странам, ведь от интереса болельщиков со всего мира и зависит дальнейшее развитие национального спорта. Юрий Осипов успел пообщаться с иностранными маджины и якутскими спортсменами. Третий чемпионат мира по масс-рестлингу стал самым масштабным. Приехали 155 спортсменов из 39 стран. Каждый участник чемпионата мира почувствовал, он почетный гость. Политика, международные отношения стран здесь роли не играют. Организация мероприятия проходит на высшем уровне. Начиная с церемонии открытия, это было очень красиво. И того, как встретили нашу команду и как вообще проходят состязания. Все проходит в очень хорошей дружеской атмосфере. И мне это очень нравится. Чтобы понять смысл церемоний открытия и закрытия чемпионата мира, считают участники, не нужен иностранный язык. Все ясно без слов. Церемония открытия и закрытия третьего чемпионата мира по масс-рестлингу представляет из себя одну композицию. Это история маленького мальчика, который ассоциируется с масс-рестлингом, которому предстоит путь к своему взрослению и становлению как вид спорта, признанный по всему миру. Для иностранных спортсменов в новинку оказался не только якутский вид спорта, но и морозная погода. Очень интересно побывать в Якутии. Я здесь впервые, местные холода для меня что-то новое. Здесь очень дружелюбные люди, очень красивые места, и я очень рад оказаться здесь. Некоторые начали заранее готовиться не только к борьбе на помосте, но и якутским холодам. Перед тем, как приехать в Якутию, мы узнали, что здесь очень холодно. Принимали холодный душ для того, чтобы как-то приучить свое тело к якутскому климату. Единственный член сборной Австралии Тимоти Оши. Перед чемпионатом он посвятил тренировкам всего 2 недели. Но, по его словам, прошли они очень успешно. В дальнейшем я планирую позвать на чемпионат мира больше спортсменов. Я собираюсь популяризировать масс-рестлинг в Австралии. Это первый раз, когда я посещаю Якутию, и для меня ваш климат очень суровый, но мне очень интересно. Подготовку зарубежных спортсменов отметил и гуру масс-рестлинга, один из зачинателей национального вида спорта в его сегодняшнем виде Иван Белолюбский. За короткое время зарубежные спортсмены очень прибавили, я скажу. И в техническом плане, и в тактическом. Сейчас вот наравне с нашими ребятами конкуренция очень большая становится. Среди участников были и спортсмены Всемирной студенческой лиги Mass Wrestling Universe. На чемпионате ее представили 18 спортсменов из 9 стран мира. Студенты впервые заинтересовались масс-рестлингом, когда увидели его на презентации в прошлом году в городе Сочи на Всемирном фестивале молодежи. И тогда мы от них услышали, что действительно интересно. И после этого начали формировать уже команду к чемпионату мира. Можно сказать, не так давно. Да, то есть ребята не обладают особой сильной подготовки, но самое, что интересно, что мы видим у них желание развивать его, заниматься этим видом спорта. Сегодня масс-рестлинг культивируется и продвигается во многих странах мира. Но это только начало, уверены власти Якутии. Я уверен, что если наш вид спорта, масс-рестлинг, будет развиваться такими темпами, то через некоторое время, через 7, через 11 лет, мы его сможем уже номинировать на олимпийский вид спорта. И этому доказательство прекрасное проведение нашего 3-го чемпионата. То, что у масс-рестлинга есть все шансы попасть в олимпийскую семью, подтверждают и сами спортсмены. Я считаю, что у масс-рестлинга есть все шансы попасть на Олимпийские игры, потому что этот вид спорта, с одной стороны, сложный, но в то же время и простой. Ты можешь заниматься им где угодно. Он развивает силу воли, развивает тебя как личность, как спортсмена. И поэтому я очень хочу, чтобы масс-рестлинг вошел в историю Олимпийских игр.
Бейли тренирует ее отец. Он узнал о масс-рестлинге, когда дочка участвовала в первых соревнованиях. Начал изучать техники национального спорта. Я максимально поддерживаю свою дочь и морально, и физически. Стараюсь учить различным техникам и тактике. И здесь я именно для поддержки, в первую очередь. Я узнал, что есть такой вид спорта, когда она уже участвовала в соревнованиях. С тех пор я поддерживаю ее, потому что она очень сильная. Осваивать и применять техники масс-рестлинга им помогает знаменитая якутская спортсменка Сардана Осипова. В этом году, в начале июля, я ездила в Канаду, в город Калгари, где они меня с радостью встретили и приняла участие на чемпионате Северной Америки. А теперь здесь, на якутской земле, я встречаю своих друзей и канадцев. Конечно же, я давала свои советы. Несмотря на выросший уровень зарубежных спортсменов, безоговорочным лидером в масс-рестлинге по-прежнему остается сборная России. Десять медалей высшей пробы из 12 говорят сами за себя. Третью золотую медаль чемпионата мира завоевал капитан сборной Павел Черноградский. Тяжело в учении, легко в бою, как говорится. Поэтому вот всегда я настраиваюсь. И у меня не бывает таких легких схваток. И самым тяжелым у меня, конечно, вот финал был. Казалось, что очень быстро, но нет такого слова, что быстро. 2 медали чемпионата мира по масс-рестлингу уехали из России. По 1 золоту выиграли спортсменки из Словакии и Финляндии. Представители 11 стран смогли стать призерами турнира. Однако этот чемпионат измеряется не только количеством наград, но и эмоциями, которые он подарил спортсменам и зрителям. Именно от этого и зависит дальнейшая судьба якутского национального вида спорта. Юрий Осипов, Нюргуяна Егорова, Георгий Григорьев, Семен Семенов, Якутия. День за днем. Ну и завершим другим событием, которое также повышает имидж Якутии, но уже в глазах потенциальных туристов. В республике стартовал фестиваль «Зима начинается с Якутии». В программе десятки мероприятий. Гастрономический фестиваль, конкурс ледовых скульптур, выставки художников, ярмарка меха и, конечно же, зажжение новогодней елки. Ради этого в Якутск приехал даже Дед Мороз. Наш корреспондент Анастасия Данилова попыталась побывать на всех площадках фестиваля, но даже у нее не получилось. Какой на вкус самый крупный регион России? Ответ жюри гастрономического фестиваля «Вкус Якутии» найдут в 14 ресторанах Якутска. Гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» проводится в столице республики с 2014 года. На фестивале презентуются лучшие блюда якутской кухни, народов Сибири, Арктики и Дальнего Востока. Здесь можно попробовать блюда из оленины, говядины, жеребятины, строганину, традиционные блюда из рыбы, нежнейшие десерты, охлаждающие напитки и выпечку. Фестиваль юбилейный. Акцент в этом году на национальной кухне. Для некоторых ресторанов это первый вкус Якутии. Мы готовились около 2 недель. Сначала изучали, что нужно нашему потребителю, чего желает наш потребитель. Шеф-повар Алишер не готовит, творит на кухне. Северные блюда самые любимые. 7 лет назад Алишер впервые побывал в Якутии и влюбился. Работал во многих московских ресторанах, но именно холодный край оказался ближе всего. Индигирку мне нравится готовить, так как это рыба северная, да, я люблю северную рыбу. И мне мои многие друзья, которые живут в Москве, там, в центральной России, завидуют, что я сейчас работаю в Якутске. У меня есть возможность есть северную рыбу. Изысканные блюда в каждом ресторане. Цель не наесться, а популяризировать национальную кухню народов Сибири, Арктики и Дальнего Востока. Необходимо закрепить понятие вообще вот местной кухни. У нас есть сверхзадача. Туристы, которые сюда едут, они должны понимать, что здесь прекрасная еда. Радуют гостей фестиваля «Зима начинается с Якутии» не только изысканные блюда, но и уникальные ледовые фигуры. Международный конкурс «Бриллианты Якутии» собрал 25 команд скульпторов из России, Китая, Монголии, Белоруссии и Канады. Главная тема конкурса – легенды зимы. За 3 дня участники смастерят сказочные персонажи. У нас композиция называется «Хранитель времени». Это будет вьюга, которая будет заключена в колбу песочных часов. Она будет внутри.
покажут гостям и уникальные картины. Одна из главных целей «Зима начинается с Якутии» – единение разных народов и обмен культурными традициями. В арт-галерее «Юргел» открылась выставка монгольских художниц. Представлены работы мастера по кожевенному искусству, а также 12 живописных работ и 5 принтов, которые можно не только посмотреть, но и послушать. Собраны картины из двух выставок. Одна выставка, вот как вы видите, живопись, вот портреты и пейзажи. Вторые вот эти картины я нарисовала на последней выставке для выставки Art Volga Contemporary. Вот эти картины, они двигаются, и для каждой картины были написаны музыкальные композиции. Гости фестиваля – люди искусства. Специальный гость – королева русского меха Ирина Крутикова. С собой модельер из Москвы привезла 3 эксклюзивных кроликовых шубы. Одну из них подарят победительнице конкурса «Снежная краса Якутии». В России вот самый меховой город мехов, называется Пятигорск, да, который на юге. Ну как-то Пятигорск город мехов, а Якутск что? Почему Якутск не город мехов? Должен быть город мехов. Особый акцент на фестивале «Зима начинается с Якутии» на науке. Проблемы идентичности арктических городов обсудили ученые России, Канады, Франции, Исландии и Аргентины во время конференции «Холод как преимущество». Много лет жители Европы и Северной Америки холод воспринимают как вызов. Это очень сложно сталкиваться и жить в этих условиях. И мы хотим сказать, обсудить и показать, что очень много людей, особенно в Арктике, кто уже привык жить в холодных условиях и воспринимают холод как преимущество. В принципе, это и является основой этой конференции. Кульминация фестиваля «Зима начинается с Якутии» – передача символа Нового года. Для этого в республику приезжает главный волшебник России Дед Мороз. Самый холодный регион северного полушария первым встречает зиму. И именно якутяне первыми получают поздравления с наступающим Новым годом от Деда Мороза. Традиция фестиваля – зажжение праздничной елки. Посмотреть на 20-метровую красавицу пришли сотни горожан. С этого момента новогоднее шествие стартует по всей России. Зима начинается с Якутии. Анастасия Данилова, Якутия. День за днем. Таковы итоги недели. Еще больше новостей на сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Наши корреспонденты следят за главными событиями день за днем. До свидания.